Не зря в народе говорят, что талантливые люди поцелованы Богом. И даже если здоровье подвело, петь, танцевать, рисовать или рассказывать стихотворение человек может, несмотря ни на что. Ставший уже осенней традицией фестиваль «Радуга талантов» объединяет сотни ребятишек юго-восточной зоны региона, имеющих ограниченные возможности здоровья. Сейчас очень большое внимание уделяется детям-инвалидам. Это предположение и небольшие начнутся реформы по обучению детей. Предполагается, уже есть новый закон об образовании с 2016 года, начинается инклюзивное образование. Затем то, что открылось вот это дистанционное обучение, это тоже для зоны очень значимое мероприятие, значимым является для нашего города. А проведение вот этих всех мероприятий дает настолько большой импульс. Дети с большим желанием приезжают, несмотря на свое здоровье, несмотря на свои какие-то вот эти дорожные проблемы. Сейчас сегодня даже гололед. Они едут с большим удовольствием. Продемонстрировать свои таланты приехали дети из Баймакского, Хайбулинского, Абзелиловского, Зилаирского районов и городов Баймак и Сибай. А поприветствовал собравшихся и открыл мероприятие председатель Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов. Не нужно волноваться, сегодня для вас это праздник. Конечно, кто-то и станет лауреатом фестиваля, но в любом случае те, кто, может быть, чуть-чуть хуже выступит, чем он хотел, но для него будет как раз хороший повод, чтобы немножко порепетировать и в следующем году добиться гораздо большего результата. В нашем городе проживает порядка 240 детей-инвалидов. Активные, одаренные ребятишки, вступив в борьбу с недугом, компенсируют свои проблемы творчеством. На фестиваль от Сибая заявилось 25 человек, учащиеся Центра дистанционного обучения, коррекционной школы и реабилитационного центра. А вот делегация из Абзелиловского района приехала малым составом, всего 5 человек. Но при этом все ребята рассчитывают на призовое место. Здесь дети раскрывают свои таланты, это во-первых. И во-вторых, они видят, что есть такая возможность им тоже выйти на сцену и предоставить зрителям свое исполнение. Конечно, праздник прекрасный. Гузалия Фаттаховой 13 лет. Она прикована к инвалидному креслу. Ее диагноз – спинномозговая грыжа. Приехав из Абзелиловского района, девушка вынесла на суд жюри 3 номера – восточный танец, стих и песню. Я в этом «Радуга талантов» участвую уже второй раз. И мне было интересно, вот я решила принять участие. Волнительно, конечно, мне немного страшновато, но так-то... Почему страшновато? Не знаю, я на сцене уже много раз побывала, и каждый раз, когда выступаю, мне немного волнительно очень. Фестиваль «Радуга талантов» продолжался в течение нескольких часов. Каждое выступление оценивало компетентное жюри в нескольких номинациях – инструментальное и вокальное исполнение, танцевальное и прикладное искусство и художественное слово. Но в таких мероприятиях победителей и побежденных не бывает, ведь в первую очередь они направлены на преодоление себя и свержение всяческих стереотипов, касающихся инвалидности. О матери, чьи дети инвалиды, вы тяжкий крест несете на себе. Вы улыбаетесь, порой для вида, скрывая боль, покорная судьбе. С тоской вы ловите чужие взгляды, что падают на вас и на детей. Когда и вы, и дети ваши рядом, и никуда не деться от людей. А вам всего нужнее понимание, душевности согретые теплом. Мои слова — знак скромного внимания. Примите как нижайший поклон. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, телекомпания «СТВ».